Я стояла на обочине дороги. КамАЗ выехал и повернул налево. Потом пропал с поля зрения. Я только услышала грохот. Подбежали и увидели, что машина протаранила стену магазина. Собралась толпа. Люди начали вытаскивать солдат, останавливали мимо проезжающие автомобили. Одного за другим отправляли пострадавших в больницу. ДТП произошло вчера в половине 5-го дня на 122-м километре автотрассы Ош-Баткен-Исфана при въезде в город Кадамджай в селе Пульгон. КамАЗ, в котором находились 29 военнослужащих, ехал из Оша в Баткен. Судя по всему, на крутом повороте водитель потерял контроль над управлением, не вписавшись в изгиб дороги, протаранил стену магазина. Обошлось, к счастью, без жертв, но пострадали практически все, кто был в военной машине. Сейчас 5 солдат находятся все еще в реанимации районной больницы. Среди пострадавших 1 офицер сухопутных войск, вооруженных сил, 11 контрактников, а остальные солдаты-срочники. Состояние 5 пострадавших остается еще тяжелым. Остальные солдаты получили повреждения средней тяжести. Травмы разные, у кого-то переломы, сотрясения, открытые раны. Со стороны Минздрава была предоставлена санавиация. Мы провели диагностику и назначили курс лечения. Те, кто находится в реанимации, еще раз повторю, находятся в тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное. Двор Бумалике Джангабаевой находится непосредственно вблизи Т-образного перекрестка. Въехавший накануне военный КамАЗ по счету уже 4-я машина, которая врезается в ее магазин и другие строения. Последнее такое крупное ЧП случилось в начале февраля. Тогда бензовоз с 40 тоннами солярки также протаранил ограждение и стену магазина. Пострадали тогда находившиеся в кабине бензовоза 3 человека. И каждый раз во дворе у нее горы обломков и искореженные груды металла. В мой двор уже 4-й раз врезаются большегрузные машины, почти каждые 20 дней. В свои 50 лет я со своими детьми вынуждена жить в детдоме. Сколько можно терпеть? Местные власти ничего не предпринимают. Обещали построить бетонную стену, но не сделали. Хотят меня переселить в участок в горах, где нет воды, дороги и электроэнергии. Как я с детьми буду там жить? Раньше трасса Ош-Баткен в этой местности проходила через территорию Узбекистана. Чтобы не зависеть от соседей, 2 года назад была открыта дорога через Пульгон. Все радовались, но с тех пор, как ее открыли, автоаварии здесь частое явление. В прошлом году в Кадамджайском районе было зарегистрировано 113 ДТП. Поэтому местные жители просят скорее решить эту проблему. На моей памяти в этом месте уже 7-я авария произошла. Из-за крутого поворота недавно сбили насмерть женщину. Люди уже боятся здесь жить, поэтому просим скорее решить этот вопрос. Если надо расширить в этом участке дорогу, то надо ее срочно делать, или же открыть старую дорогу через Узбекистан. Так продолжаться дальше не может. По словам жителей, аварии происходят из-за неправильного строительства дороги. На 3 участках автотрассы есть проблемы. Крутой спуск, затем сразу же поворот. Водители не успевают маневрировать. Между тем, в управлении автотрассы Ош-Баткен-Исфана уверены, в авариях виноваты сами водители, которые игнорируют предупреждающие знаки на дорогах. Мы планируем установить бетонные опоры вдоль дороги на этих 3 поворотах. Перед поворотом установили блокпост, который контролирует скоростной режим проезжающих машин. Установили знаки, усилили контроль патрульной милиции. Собираемся установить светофор. Минтранс рассматривает вариант расширения участка поворота, но для этого мешают расположенные рядом дома. Дома частные, поэтому их нужно выкупить. В акимиате уверяют, что пока переговоров с хозяевами по этому вопросу еще не вели. Гульжан Алкмышбаева, Бекжан Тохтосунов, НТС, Баткен.